Добрый день, дорогие телезрители. В 2005 году со штаб-квартиры ЮНЕСКО пришла ошеломляющая весть о том, что эпическое наследие народа Саха Олонхо провозглашена шедевром нематериального наследия человечества. После этого произошел масштабный многогранный скачок в развитии всей якутской эпической культуры. Сейчас очень много мероприятий, посвященных Олонхо. Каждый год масштабные исехи Олонхо. Ставятся спектакли, готовятся мультфильмы по мотивам Олонхо, конкурсы. Очень много молодых людей приобщились к эпическому наследию. То есть это один из путей того, что мы начинаем возвращаться к богатству языка Олонхо. И вот этот успех, вот эта победа, конечно, не была бы возможной без Владимира Васильевича Державина. Он в конце своей жизни перевел Олонхо Платона Алексеевича Аюнского «Нюргун Батур стремительный». И, конечно, сегодня мы будем вспоминать Семена Петровича Данилова, который вдохновил Владимира Васильевича Державина к этому эпохальному труду. И Семен Петрович Данилов покинул этот мир в 1978 году. Он был председателем Союза писателей Якутии с 1963 года. Он очень много сделал для якутской литературы. За 2 дня до своего ухода Семен Петрович Данилов своему соседу Назару Харлампьевичу Дьяконову сказал, что если меня спросят, что ты оставил после себя, мое самое большое дело в этом мире, я способствовал тому, что Нюргун Батур стремительный Олонхо Платона Аюнского переведен на русский язык. То есть он считал достижением своей жизни. Сегодня в этой передаче у нас участвуют писатели. Анатолий Слепцов, он по профессии хирург, лауреат международных и российских литературных премий, лауреат государственной премии имени Платона Аюнского, народный писатель Якутии, Семен Андреевич Попов, Тумат, и народный писатель Якутии, член Высшего творческого совета Союза писателей России Николай Алексеевич Лугинов. Мы сегодня поговорим об Олонхо и Владимире Державине. Семен Андреевич, вы постоянно ведете дневник. Вы летописец якутской литературы. Что у вас записано в дневниках об этом событии? Семен Петрович Данилов прежде всего подготовил построчный перевод. Очень долго. В этой сложной работе были включены ваши писатели, в том числе и Владимир Михайлович Новиков, народный поэт. Это удивительный мастер якутского слова, удивительный поэт. Он сам олонхосут, и при том он выполнял эпизоды из Олонхо прямо в доме Платона Алексеевича Аюнского. Платон родился в Татинском Улусе, который издревле славился знаменитыми мастерами устного народного творчества, сказителями олонхосутами. Татинский Улус был местом поселения политических ссыльных. Их революционные взгляды, идеи равенства, свободы и прогресса будоражили юные умы и сильно повлияли на ум и душу Платона. Пройдет время, и эти идеи станут главными в его судьбе.
умный ребенок. Как только старик затягивает олонхо, тут же просыпается. И до глубокой ночи будет слушать. Разве маленький ребенок может так понимать олонхо? О, я вижу, он станет большим олонхосутом. Это непростое и нелегкое предназначение. Не здесь, не на грешной земле зарождается судьба олонхосута, а высоко в небесах. Юнский стал жертвой политической репрессии в 1938 году. Начиная с 1936 года должны были издать 4 тома полотенца Юнского. Юнский не успел увидеть свои первые 4-томные произведения. Был репрессирован. Бұлырғы жылым кені бұстармын затым өлгеғым бұларын раттуар, ұрыққы жылым кені ұлысқанына удан желі борғасын отой нөгі өттуар, аспы жылым кені анысқанына қайзарын ажасаныра тағатығар. Қуаппы жылым кені құдылғанына құдыл өлі борғасын қуарала қоннор. Кихай маған кәпсетен бесселігіне сақай мағам саңашсан жағы желігіне ұрағын қайсақам, ұраға сонына уынема антыллам, ұхаталдың уақтам, ұқарақтам, ұтырыты көшсен кәпсетелігіне. Şeriye kotunum siyerey tiğilağın sağıttan teliyen terbiyen ünel üyesken saçarı tabam kıyılım kulgağın sarıgın siyere tardığı kurdu sarbayı ünen saradi olatın ispite biteği. Oğul kurduk toğulakta atardor koyba battığı atar matal deybat bağırağay tahalara yüksel karab orum üyesken tırağın ispite bit. Олонхо не руками сотворенное сооружение, и не удастся, подобно Герострату, предать его огню. Это слова Платона Юнского, написанные в 30-х годах, когда началась мощная организованная кампания по уничтожению эпического наследия. Как же был прав Платон Алексеевич, ведь сегодня олонхо официально признано шедевром нематериального духовного наследия всего человечества. Мощь и величавость олонхо, его гуманистическая идея торжества жизни и созидания на земле стали той силой, ради которого в Якутске собрались представители многих народов в международном форуме под эгидой ЮНЕСКО. Добро пожаловать на землю Олонхо. Как-то все происходит закономерно. Это Олонхо состоит из 35 тысяч строк. До того любимым стал этот Олонхо якутского нашего народа. Моя мать безграмотная женщина, и до своей смерти, до последнего дня, она читала отрывки из этого Олонхо. Владимир Державин, первая его книга вышла в 1938 году, после него стихотворная книга не вышла, это первая книга. Он был в дружбе с Максимом Горьким. Максим Горький его очень поддержал. И он был художником. Это талант художника, поэта, переводчика. И нам дал русский перевод Олонхо Нургумбатович стремительный. Очень долго готовились наши, чтобы Нургумбатович стремительный переводился на русский язык. И Семен Петрович Данилов нашел такого человека, опытного. Державин сказал: я счастлив в том смысле, что он нашел очень хороший эпос якутов Нургумбатович стремительный. Державин был выбран не случайно, потому что он уже до этого стал известным переводчиком эпосов нескольких народов. Вот этот момент очень важен, поэтому он подошел к нашему Олонхо подготовленным, с одной стороны. Но с другой стороны, увлеченность, восхищение, вот это было главным стимулом для переводчика. Когда Державин ознакомился с построчным переводом Олонхо, он был в восторге. Ему помогали выдающиеся помощники. Иннокентий Васильевич Пухов, старший научный сотрудник Института мировой литературы. Это было феноменально, то, что человек такой всесторонней и глубокой подготовки оказался рядом. И они работали
несколько лет неотрывно. И совершили такой подвиг, что объем текста очень большой. И надо сказать, перевод Державина – это высший пилотаж. Он поймал такую ноту на русском языке, русского восприятия, русской поэзии, что этот перевод имел крупнейший успех. Мы упустили то время, когда московский русский читатель и русский исследователь специально изучал такие произведения, воспринимал на очень высоком уровне. А теперь я сомневаюсь, ушло то поколение высочайшей культуры интеллигенции. И нынешние, которые воспитаны на коротких информативных сообщениях, они уже другие люди, это другая интеллигенция. Она не может вникать, тем более проникать в психологические, философские помыслы. Им это не надо изначально. Мы дождемся ли такого интереса со стороны русского интеллектуального сообщества, которое интересовалось многими проявлениями многонациональной, тогда советской культуры, фольклора. Вот это очень сложно. А это утрата великая. Тогда вопрос встает, а зачем? Зачем переводить, если не вызывает интереса, если никто не будет это произведение читать, восхищаться, как былая советская интеллектуальная элита. Оказалось, что это советская цивилизация, высочайшая цивилизация в истории человечества. Но я думаю, с появлением интернета нарушила интеллектуальные основы восприятия нынешнего человека, которая нахватана поверхностными информативными сообщениями, и она никогда не углубляется до подлинных откровений. До появления письменной якутской литературы наши предки обладали еще и эпическим наследием, эпическим словом. И в каждом улусе были аланхосуты. В репертуаре некоторых аланхосутов было по 40 аланхо. Рассвет этого явления исследователи считают 19 век. Когда сказывает великий аланхосут, говорят, некто подпевает. Настолько он проникновенно поет, что прямо аланхо слушали несколько дней подряд. Аланхо слушали в основном в зимнее время. Иногда до 9 суток слушали аланхо. Вот так увлекал аланхосут древний своим творчеством, своим пением. В Батурусском улусе есть много вариантов аланхо. Нюргун-Батур стремительный, но наиболее классический вариант написал Платон Алексеевич Аюнский, он тоже из Татинского улуса. Опять аланхо пришел слушать. Да, если можно. Отчего бы и нет. Уж этим-то богатством мы сами вольны распоряжаться. Я послезавтра уезжаю в Якутск учиться. Ого, сынок, ты пришел с великой новостью. Учеба даст тебе крылья. Мы вот можем лишь предполагать, да полагать из того, что в ум придет. А оно приходит и уходит.
Я скоро вернусь и запишу твои сказания Олонхо. А зачем? Зачем их записывать? Чтобы они не забылись, а сохранились для будущих поколений. Навсегда. Хорошо. Записать слова, конечно, очень важно. Но пойми, в Олонхо, кроме того, чтобы сказать слово, нужно суметь спеть это слово. Да так, чтобы люди заслушались, еще больше прониклись его мощью и глубиной. А это непросто. Но знания, занесенные в книги, оно навсегда. Учись, дорогой мой. Может, станешь образованным Олонхосутом. Это великое чудо. Такого еще не было. Балыргы bir jahattajının birliğer bir mamandatır kosuhulajın ulurur hatir asfal jar haydajı mangaren rata hatir orto turu doydu otu beş bihin hol bihin hadi koksuttan köşlende gün erken usturlar hüyam bolan yetülleligine ulutuyor ulutoy onu varana aram patun kuaqtay otu toz bihin hol bihin hadiyan arkastan tahina halı sala yıhan maktarar hüyam bolan yetülleligine. В характере нашего народа, наверное, любознательность и пытливость ума. Вот недаром же даже живущий в самом захолустном Аласе якут знал все события мирового масштаба, что приходит какой-нибудь там путник, зайдет к нему в дом, и первое приветствие это, расскажи новости, да? С этого начиналось общение. В чем уникальность именно Олонхо, из-за чего вот наш эпос признан шедевром нематериального культурного наследия народов мира. Ключ в том, что в этом эпосе мир делится на 3 уровня. Да, нижний мир, срединный мир и верхний мир. Срединный мир населяют люди. Ни национальности, ни племена, ни народы. Именно люди. Не делятся на белых, черных, просто живут люди. В таком ключе идет повествование, и в этом проявление всей философии и мировоззрения народа Саха. Также и устройство мира в этом эпосе рисуется такими понятиями, которые близки нашему народу. Тот же Чоран, с одной стороны, это сосуд, а с другой это устройство всей Вселенной. Именно Державину удалось передать вот эти видения, точку зрения сказителей нашего народа. Благодаря этому переводу в ЮНЕСКО смогли донести ценность нашего эпоса. И благодаря вот этому переводу теперь мы имеем и театр Олонхо, и вот Олонхоленд строится наш, и служит основой философии всего нашего культурного наследия. Во время визита генерального директора ЮНЕСКО господина Каитира Мацура на территории Института гуманитарных исследований был заложен первый камень Международного центра Олонхо. Заложен фундамент храма, большой общечеловеческой миссией которого, надеемся, будет деятельность по сохранению и защите великого наследия. Ведь, как говорил Платон Аюнский, якутский эпос Олонхо широко и глубоко отражает мир, искусен в слоге. В нем собраны многовековая мудрость, жизнь и чаяния исторических племен народов. Запечатлены образцы их эпических былин. Это древнейший, богатейший, сильнейший, по-настоящему бессмертный эпос эпосов. Это очень большое произведение. 36 тысяч поэтических строк. Не каждый возьмется. Такой титанический труд. Якутия была тюрьмой без решеток. Очень много ссыльных было. Ссыльные были все образованные. Интерес у них очень появился к якутской теме. Действительно, не только Серошевский, Пекарский и многие другие, которые приехали в Якутию простыми каторжниками, но уехали академиками мирового значения. Десятки таких академического уровня ученых состоялись в Якутии. Это феномен же. Почему? А ведь поляков-то ссылали, поселяли по всей Сибири. Только якутские ссыльные сделали такую карьеру,
почему именно якутские ссыльные стали академиками, а другие нет, незаметно. Разве что Потанин был участником экспедиций научных. Я думаю, что это восприятие местного населения от русского руководства. Это документально подтверждено. Приезжает новый полицильный, после дворцовых переворотов особенно, устраивали приемы в их честь. А местное население, они не топили печь, им обеспечивали всем. И даже стрепуху молодую подбирали. В общем, все их нужды решали. Занимайся только наукой. Как будто они подводили под это, потому что настолько было уважение местного населения к образованным интеллектуалам. Почтительное отношение к образованным людям. А почему? Потому что это население было, в отличие от других, не замордованное таким бытовыми нуждами. В этих тяжелых условиях они были интеллектуалами в своем смысле. И интеллектуальность и породила почтение к образованным людям. По-другому образованным людям, обладателям письменной литературы, которые могут занести письмена мысль, они благодарность к этому, наверное, и интерес повышенный появился. Почему они такие вот, почему они нас так воспринимают? Но результат очевиден. По всей Сибири много тысяч политических ссыльных было поселено. Но что-то не слышно академиков нашего уровня. 15-20 лет назад в Польше был переведен мой роман «По велению Чингисхана». Это меня в Польше принимали как великого классика. Вызвал этот роман очень такой большой интерес. Интеллигенция собралась в Варшаве, в большом зале. И я решил пошутить на эту тему. Я рассказал про это. Почему-то вот польские ссыльные стали академиками мирового уровня. Почему, говорю? А ныне иссякло это направление. И поэтому что я думаю? Может, новый поток необходим добровольцев, которые станут затем, пройдя через якутскую ссылку, сделают себе имя мировой науки. И я так пошутил, что нужна новая партия. Политзаключенных. Да, ссыльных, которые хотят стать в результате академиками мирового уровня. И они так Как воспринять? снисходительно посмеялись, но охотников особо не нашлось. Почтение якута перед образованным человеком. Да. Я думаю, что сила в самом эпосе. Ведь известно, что Александр Миддендорф в 1840-х годах, проезжая через Якутию, он же услышал Олонхосута посреди ночи в Урасе рядом. Вот эта вот песня, вот это Олонхо его так заинтриговало, заинтересовало. Он должен был описать географию, растительность этой местности. Нет, он начал писать Олонхо. Сначала он не понял, о чем это, кто это, на каком языке поется. Начал писать, потом привез эти записи в Санкт-Петербург и отдал своему другу Отто Николаевичу Бётлингу, санскритологу. Отто Николаевич увлекся. Какой-то
таинственной, могучей, вот внутренней силой эпического наследия он начал тоже изучать. В это время в Санкт-Петербурге оказался Афанасий Уваровский. Он родился рядом в Жиганском улусе. Отец русский, мать якутка, и начал помогать Отто Николаевичу Бётлингу, чтобы разобраться в якутском тексте. Отто Николаевич Бётлин попросил прозаический текст, воспоминания, и Афанасий Уваровский написал Олонхо по памяти Эрсоготох. И по этим двум источникам Отто Николаевич Бётлин написал классическую грамматику тюркских языков, значение которого ценится до сих пор. Эдуард Карлович Пекарский, живя в ссылке в Батурусском улусе, ныне Татинском улусе, 13 лет посвятил словарю. Этот труд его привел в Санкт-Петербург, в Академию наук. Он стал академиком. Сила таится и в характере якутского человека, сила в самом произведении. Путешественники, проезжая вот через Якутию, отмечают, в XIX веке тут все приезжие и русские чиновники, все говорят на якутском языке. А якутский язык, мол, тут салонный язык, как в Петербурге французский язык. Так многие отмечают, поэтому увлекаются они и нашим языком, и нашим эпическим наследием. В этом есть большая заслуга Русской академии. Ссыльни, которые поселились в Татинском улусе, и все поголовно были сотрудниками Российской академии. Из этого исходит, что якуты, которые исполняют народные песни, олонхо и так далее, они верили, что их работу будет ценить сама Российская академия. Это и заслуга вот этих всех наших сильных. И при том, эти сильные пришли не голыми руками, они пришли библиотекой. Наш это знаменитый собиратель народной мудрости Савин пользуется этой библиотекой. Первый лингвист нашего народа, семейного народа, этой библиотекой он пользовался. Так что влияние полисыльных очень огромно. Я очень уважаю Ионова Исула Михайловича. Исула Михайлович это величайший академик, величайший русский исследователь. Академия наук Петербурга проявляла подлинный интерес к культуре, философии периферии своей. Хотя вроде бы мы были инородцами, но Академия наук интересовалась и монгольской темой, и якутской темой, и вообще по всей Сибири. И именно этот интерес вызвал, эта поддержка вызвала глубину этих исследований. Говоря о сотрудничестве якутов и ссыльных каторжников, кто-то же организовывал вот это большое дело, вот этот большой проект. Эдуард Карлович Пекарский, составляя вот этот словарь, исходные материалы он опубликовывал как образцы народной литературы якутов. Ага. Тут участвовали не только он, очень многие интеллигентные якуты в то время приносили какие-то образцы. И ссыльные тоже собирали. Можно назвать Сергея Естремского, который тоже записывал олонхо. Нужно напомнить о Иване Александровиче Худякове, который сделал колоссальную работу. Он собирал этнографические материалы о жизни якутов, и в том числе очень много и загадок, и бытовых мудростей, и в том числе олонхо. Все материалы легли в основу этого фундаментального труда, который называется «Словарь якутского языка». В 30-х годах даже Ататюрк собрал своих турецких ученых-языковедов и попросил, чтобы на основе словаря Пекарского очистить турецкий язык от арабизмов. И вернуться к тюркскому началу. Якутский язык считается
одним из древних тюркских языков, так как мы живем вот на отшибе, А не может потому, утратили. что мы оторвались рано от основного тюркского мира. Мы сохранили древние тюркские корни, древнее тюркское восприятие. Письма в древнетюркских памятниках, какие-то послания и по слогу, и по стилю нашему эпосу ближе. Мы понимаем это. Даже эпитафии там пишутся на камнях, на балбалах. Нам это понятнее. Понятнее. как-то. Анатолий, ты с Батурусского улуса, ты, наверное, тоже где-то какой-то прадед твой был Алонхосутом. Ну, насчет этого я не знаю, но родственница моего деда по матери вот, жила с Эдуардом Карловичем Пекарским, и когда он, отбыв ссылку, уезжал на материк, как сейчас говорится, да, она не согласилась поехать с ним и осталась, вот, умерла в Якутске. Сыбия бай хатун кликнула клич, созвала гостей из дальних и ближних селений Аи, где солнечные живут племена, где прежде жила она. 12 прославленных красотой, стройных белолицых девиц, горделиво ступающих по земле, как стерхи белой журавли, откидываясь немного назад, отозвались, явились на пир. Хозяйка ввела гостей в почетную урасу, разожгла священный огонь, и все степенно, усевшись в круг, Мы сегодня поговорили о Владимире Васильевиче Державине, о том, что он сделал для якутской культуры, для мира. Он в 70-х годах 10 лет переводил Олонхо. Мы сегодня поговорили о том, что это такое якутское Олонхо, которое в 2005 году была объявлена шедевром нематериального наследия человечества. Мы затронули историю появления Олонхо в научном мире, историю перевода Олонхо. Сюда приезжали очень образованные люди и написали фундаментальные научные исследования. Таковым является словарь якутского языка. Автор словаря якутского языка Эдуард Карлович Пекарский стал академиком Российской академии наук. Источники свои он издавал как образцы народной литературы якутов под эгидой Академии наук. В этом деле участвовали и ссыльные, и очень много якутов, которые владели материалом, и они предоставляли этот материал образованным ссыльным. И можно говорить о якутском характере якутского человека, который толерантен, очень добр, тянется к образованным людям и который хочет, чтобы о языке его народа и эпическом наследии его народа, чтобы кто-то писал. Не на пустом же месте появляются вот такие фундаментальные вещи. Путешественники Санкт-Петербургской академии наук, проезжая через Якутию, обязательно они увлекались якутским языком. Им было очень интересно. Иван Александрович Гончаров написал много о наших краях, о нашем народе. Говоря о Державине, какие темы перед нами раскрылись. Сегодня меняется мир, идет передел мира. Простому человеку нужна опора. Опора в наших литературных произведениях, опора в мыслях наших предшественников, которые жили до нас, оставили нетленные труды. И мы возвращаемся к этим истокам и думаем, что эти передачи сегодня в наши
очень тревожное время очень нужны во всех аспектах. Дружба народов — это очень как-то высокопарно сказано, но мы на этих примерах показали, как сосуществовали разные народы для общего дела. Такие примеры нам сегодня очень нужны и важны. Наверное, это сплотило бы нас, россиян, слово и дух. Вот что нужно современному человеку. Об этом мы сегодня говорим на берегу великой нашей матушки реки Лена. Очень хочется, чтобы действительно появился интерес к духовному наследию, которое скрепляет, который объединяет, который обогащает наши народы. Спасибо за внимание. До следующих встреч.